Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусная», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Мы находимся в ресторане Red and Green. Семен Тарбахов со мной, как обычно. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел руководитель Народного фронта в Республике Саха-Якутия, депутат Государственного собрания Ил-Тумен, предприниматель Дмитрий Паньков. Дмитрий, приветствую. Приветствую. Здравствуй, Дмитрий. С Семеном. Спасибо, что нашли в вашем напряженном рабочем графике время, к нам гости пришли. Спасибо. И, учитывая наш кулинарный формат, кулинарное ток-шоу мы называем свой телепроект, чем вы к нам сегодня, что будем готовить? Так, ну, есть надо вовремя всегда, да, и поэтому время на еду надо всегда находить. Сегодня мы будем готовить оладушки из курицы, но рецепт мы маленько видоизменили, так как сейчас сезон кабачков. И если тебе не подарили кабачок, значит, ты не вхож в плотный круг семьи, да? Вот, это да, с родительского участка кабачок. Мы их соединим вместе с курицей и сделаем, ну, сейчас модно говорить ППшные, на самом деле полезные оладушки, которые мы будем жарить без масла на антипригарной сковороде. И максимально будем удалять жир куриный. И, соответственно, это все мы пожарим. Так это кабачок. Это кабачок. Я думал арбуз маленький или тыковка недозревшая. Ну вот такой сорт, да, такой сорт. Так, сразу вопрос. Ну вот рецепт похож, как и ты упомянул, мы же уже на ты, как уже упомянул, на ПП. ПП это уже как бы уже у всех на зубах, это уже общая тенденция. Я смотрю, ты был тут как бы... Чуть больше. Чуть больше, мне казалось, да. Нет, так на самом деле и было. Буквально последние 1,5 месяца я плотно стал заниматься собой. Удалось скинуть почти 10 килограмм. Вау! Да. Ну, вот я про это и говорю, да, но это сложно не заметить. Это, спасибо. Сочтем это за комплимент. Да. Действительно, ну, надо продолжать, и продолжать нужно, самое главное, правильно. Чтобы не было ущерба здоровью и, конечно, восстановить организм. Потому что наши постоянные стрессы, наше ненормированное питание и какие-то возможности... стресс мы заедаем едой. Да, и то и запиваем еще вот это вот тоже. Вот это все убираем теперь. И, соответственно, выходим на новый уровень. Соответственно, вот и история этого блюда из этого и складывается, получается, что ППшное, все правильное. И да, ну оно теперь заточено именно под правильное питание. Так-то туда добавлялось и масло, и, соответственно, жарится это тоже в масле. Но мы это все дело убираем, все, что вредно, оставляем только полезные свойства данных продуктов. У меня почему-то складывается впечатление, что ты любишь готовить. Я обожаю, на самом деле, готовить. Про это, потому что... И, ну, на самом деле, в семье-то именно я и готовлю. За редким исключением, когда я там решил побольше поспать, только могу допустить кого-то до плиты, да? Да, вот даже так, да? Да. Очуметь, как круто. Не знаю, откуда это возникло, на самом деле, причем нравится готовить не по рецептам, а все, что есть в холодильнике, знаете, вот как вот типа, так, у нас да, вот водные данные, возьму-ка я вот это. И да, мне нравится смешивать какие-то ингредиенты, импровизировать, и то, что получается, довольно-таки всех устраивает. Экспериментаторство и творчество. Да, абсолютно. Отлично, ну, как и предприниматели все. Ну, безусловно. Да, безусловно, потому что это же... Наверное, потребность. Да, жажда вот что-то сделать, чтобы попробовать. А если вот так, да? А потом сказать, если что, ну, по крайней мере, я попробовал. Да, точно. Да. Хорошо, с чего начинаем? Да, давайте, с чего начинаем? Я думаю, стоит начать с кабачка. Почему начнем с кабачка? Мы его натрем на средней терке. Почему? Потому что он даст сок. Этот сок нам нужно будет выдавить, чтобы наши оладушки не были слишком жидкие. Ну, то есть натираем и отделяем, да, получается? мы его натираем, отделяем, выжимаем. Он постоит, сейчас сок выделит, мы его отожмем. И, соответственно, он пока настаивается, мы нарежем все остальные ингредиенты. Это куриная грудка, это немножко лука добавим. И, соответственно, в принципе-то и все. Дальше будем смешивать. Хорошо, да. Ну, Семен вот готов уже помочь с курицей. Уже сказали, что жир надо... Да, жир убираем, отделяем. И очень-очень максимально мелким кубиком мы это все дело превращаем в фарш. Да. Хорошо. Ну, не в фарш, а такую вот вещь. Так, сколько примерно, думаешь, весит? Это? Да. 300, 400. 300. Так, 400. Все. Значит, половину берем.
Да? Да, возьмем половину. А, На дыню всё-таки- похоже. Да. Но все-таки я понял, что это кабачок, оказывается. Да, это кабачок. Дима, я смотрю, ты пришел со своим ножом. Что-то какое-то. Да, оригинальное. это, такой- кстати, Что-то такое нож. похоже на профессиональные претензии. Или даже профессиональные. Да, ну вообще история Я этого поэтому ножа, вот свои далеко там. история ножа довольно-таки интересна. Чем я в 2000, ну примерно такой. Или мельче. Я в 2017 году решил открыть при одной из гостиниц кафе, но так как гостиница находится в спальном районе, Так. изучив маркетинг, пообщавшись с коллегами, было принято решение, что должна быть еще служба доставки. А служба доставки, нужно понимать, что это все быстро-быстро, это вот максимально, чтобы люди не ждали. Да. Да. И, естественно, мы приглашали на работу поваров. Так, было принято решение, тогда очень было модно, это пицца, роллы, суши. Да. Ну и сейчас, по-моему, Да. так же. Ну, да, кстати, у нас Сильно вот это и не меняется. в Якутии, вкусы, да, вкусы не Что-то новое, поменялись. мода Да. всплывает, а потом говорят, ну, как бы Да, совершенно поели, верно. а потом все-таки вернулись к сушам. да, Совершенно пицца. верно. И, соответственно, ребят, когда мы приглашали на работу, это в основном сушисты были, соответственно, это очень узкий профиль такой, там нужно уметь это все дело делать. Это. И часто бывало так, что люди выпадают. По Ну, тем или иным причинам заболел, не да. смог. Вообще люди творческие. Ребенка повара, садика да. вести. И вот что делать? Службу доставки останавливать нельзя. Да. Сегодня ты отказал клиенту, Одному, все, он в всё, следующий раз не он позвонит. будет уже ходить и звонить в другую службу доставки. Конечно. Это закон. Поэтому Еще и мы... плюс рассказывать. Да, Плюс еще еще Даже и- один недовольный клиент, это уже минус 10 недовольных клиентов. Вот. Да, к этим друзьям скажут, в тот раз я с ними. Семен-то точно в этом понимает, да. безусловно. И что в таком случае делать предпринимателю? Самому. Нужно знать и уметь Уметь, заменить любого работника на твоем предприятии. Так, к сожалению или к счастью, и получается Да. всегда и в гостиничном деле, и на тот момент в поварском. Да. Мне пришлось учиться готовить роллы, крутить пиццу, замешивать тесто. Но, слава богу, все технологические карты были, поэтому было проще. Но всё равно все-таки надо уметь, роллы, да. роллы это Набить очень руку. история такая сложная для обучения, но возможная. Ага. В итоге, когда я уже их научился делать, а я обратил внимание, что все сушисты приходят со своими ножами. Ну и, как правило, И я все- потом понял, почему. Потому что не всеми ножами можно нарезать грамотно роллы. Да. Чтобы они были ровненькие, чтобы края не срубало. Для этого нужен очень такой тонкий нож. И как раз таки... Специфичный. Да, я когда был... в 17 году я поехал в Китай в отпуск. Я увидел в одном из торговых центров продавали ножи. То есть островок такой стоял. Я подошел, и они были абсолютно для разных Потребностей, видов, да. Да, видов резки, да. блюд, нарезок. И это вот, по идее, нож для рыбы. Но он мне так впал в душу, он настолько мне нравится, что я Как бы, теперь как- готовлю им так всё. называемый филейный, да? Да, Мгм. да, филейный. ага. Но вот рыбу разделывать прям идеально. Да, ну вот так. Да. вот. Получается, с готовкой ты уже на «ты», да? Прям. Ну, по идее, да. Да, Есть коронное блюдо? коронная прямо. Да. Что вот постоянно вот просят там, на праздниках, что только ты готовишь. Ну, в принципе, плов у меня неплохо получается, Да? и меня отец допускает до этого. Даже. Уважение отца к это твоему уже- творчеству, это это, заслуженно. это, как говорится, дорогого стоит уже, Да. да? Вот. Ну, в целом, в принципе, ему нравится, как я готовлю, и поэтому он меня всегда направляет. Последний момент зовет, да. Особенно филировать рыбу. Давай-ка ты рыбу Там, наверное, со своим больше ножом. не к говорит. самому плову, а к самому казану допустил, да? Да. Потому что казан это такое, это мое, я знаю, как с ним работать, я за ним ухаживаю, да? Да. А последнее время, кстати, я что-то очень мне понравилось готовить чахохбили. Ага. И прямо очень вкусно стало получаться. И опять же, на выходных экспериментируя, я приготовил, ну, не чахохбили, но в том же, как бы,
амплуа, также в ВОКе, да, приготовил, ну, так как я теперь на ПП, цветную капусту с курицей. И все это дело в сметанном соусе небольшом, таком разбавленном. И со свежей морковкой. Главное, что все со своего огорода было. А есть любимое блюдо, которое готов каждый день кушать? Готов каждый день кушать честно макароны по-флотски. О, Вообще, да. вот я не знаю, это блюдо, которое я не могу остановиться, да, кушать. Я могу по 3 порции съедать. Но, соответственно, это все дело влияет на фигуру. Да. То есть вот именно из-за этого блюда почему-то отсутствует вот это вот тормоз какой-то, да, то, что ты наелся. Да, стоп-слово. мне его постоянно хочется дальше и дальше кушать. Если вкусный плов, может быть такая же история, да, то есть за добавочкой, как всегда, пойдешь. Вот, поэтому здесь такие вот блюда надо опасаться на самом деле. Да. Как говорится, вовремя остановиться. Да. Да. Ну, Чересчур вкусные. мудрые люди говорят, со стола надо выходить Да, с чувством, слегка с голодным. чувством легкого голода. Совершенно Ну ладно, мы что-то как бы слишком много о еде. Дмитрий, по идее, самая первая рубрика наша — это немножко визитки. Пожалуйста, расскажи нам и нашим телезрителям, ну вот, шутя, мы называем эту рубрику «Как ты дожил до жизни такой». Как вообще складывалось, откуда родом и все прочее, пожалуйста. Я родился в городе Якутске Так. в 1988 году. Мне всего лишь 36 лет на самом деле. Так, эту серединку мы выкинем. Я так и думал. Закончил 30-ю школу, жил в районе аэропорта всю жизнь, в Гагаринском округе. И там же, кстати, и гостиница первая находится. То есть я там всегда в этом округе находился. Родной район. Да. После школы я поступил в институт МВД. У нас он тогда в Якутске еще находился, якутский филиал Дальневосточного юридического института. И так, куда-нибудь уберем. Так, вот все, пусть настаивается, видишь, Так, начинает давать сок. Да-да-да, мы его ждем, пока... Да, мы его выжмем потом. И, соответственно, приступим уже к замешиванию. Поступил в институт МВД, отучился. Почему? Почему? Потому что вопрос у меня дядя служил в милиции тогда, и я любил смотреть советские фильмы про милицию. Я всегда считал, что милиционер... Ко мне Мухтар. Это вообще, ну, самая достойнейшая профессия, да? Ну и тем более, когда мы переживали эти сложные 90-е годы, когда я видел вот этот вот... развал, преступность вот это, да, процветала. Да. Конечно, хотелось, наоборот, с этим бороться, потому что меня так воспитали родители. Что такое хорошо, что такое плохо, мне, в принципе, это все хорошо на пальцах объяснили. Я поступил, набор был, кстати, сложный, у нас на одно место был конкурс, не соврать, 12 человек. Вау. Это было очень круто. Если мы сейчас вот с Ваней Луцканом разговариваем, да, сколько, говорю, конкурс сейчас на медика, да? Он говорит, 2-3 человека. Представляете? А он когда поступал, он у нас, по-моему, 86-го года, да? Он поступал, он говорит, конкурс был 20 с чем-то человек. Да. У них. Вот. Ну, то есть у нас сейчас, да, у нас, к сожалению, спад идет такой. Перетоки, я бы сказал, да. И, соответственно, этот конкурс, конечно же, выявлял самых способных. Достойнейших. Да. Тогда приходилось прямо готовиться к поступлению, потому что обязательный предмет для сдачи экзамена это была физическая культура, а это был кросс 3 километра, это подтягивание 13, по-моему, раз. И, минимум золотой значок ГТО. Ну как? На сегодняшний день. Как правило, минимум. На сегодняшний день, да. И 100-метровка. 100-метровка это была. Вот это вот 3 позиции, которые нужно было сдать по экзамену по физкультуре. Также сдавалось обществознание и также сдавался русский язык. Это 3. Тогда не было никаких ЕГЭ. Тогда были обычные устные экзамены. Да. Вот. И, соответственно, у нас было 3 факультета, так сказать. Значит, оперская деятельность, 2 года 4, то есть среднеспециальное образование.
оперская деятельность, правоохранительная деятельность она называлась, 4 года 6, это бакалавр. И магистратура была 5 лет, это конкретно юридический, то есть юридическое образование. То есть 4,6 отучиваешься, ты не юрист, Да. к сожалению. И все старались поступить, конечно же, на юристов. А юристов готовили именно следователей. То есть мы были, когда уже я поступил, все сдал, слава богу, конкурс этот прошел, я стал рядовым юстиции. именно. Вот. И, соответственно, 5 лет жизни начались в моем прекрасном альма-матере. 2 года казарменного режима, то есть дисциплина, все как положено. Да. Ну вот там, кстати, нам тоже приходилось ходить в наряды на кухню. Ну, конечно. И да. мы, естественно, там тоже с ребятами Начинали с картошки. готовили. Да, 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 да. Но когда мы оставались на ночное дежурство и чистили картошку, мы ее еще и жарили, конечно Сами, же, да. потому что это было самое вкусное блюдо на тот момент. К сожалению, мясо закрывали в холодильник на ключ повара. И мы готовили только то, что нам оставили чистить. Вот. И, соответственно, и оттуда навыки какие-то появились. Да, Или еще- отлично. Или еще. Так, Чуть-чуть, может, добавить? да, можно добавить, чтобы одинаково было. Закончил институт. По распределению попал тогда 4-й ГОМ, самый новый такой, на автодорожной был. Там даже была комната опознания преступника, единственная в республике на тот Ну, момент. как в фильмах. Да, мы туда заходили, вау. За зеркало. Да, такой еще вчерашний студент заходит с удивлением, смотрит на это. А в дальнейшем, поработав следователем, следователь все же, не скажу, что полностью бумажная, да, работа, и нужно было выезжать и на и дежурные следственно-оперативные группы. Конечно. Это тоже такое напряженное дело, но в любом случае у тебя твое оружие — это перо. То есть ты Ну да. протокола, следственные действия, подозреваемый, потерпевший, свидетели. То есть вот работаешь с этим кругом лиц и работаешь в кабинете. В основном. Вот, да. И мне через полгода, может, чуть больше, наскучила эта история. Мне, правда, хотелось не расследовать, как говорится, преступления, а раскрывать. И тогда я для себя принял решение, что я попытаюсь перевестись в оперативные сотрудники уголовного розыска. Опера? Да. Убойный отдел. Не убойный, я по имущественным преступлениям пошел. Кстати, мне предлагали и в убойный отдел, но я решил, что нужно начать с АЗОВ. И как бы имущественные преступления — это самые неочевидные преступления. Это же кражи в основном. Да. Ну, кража, грабеж. И, соответственно, я считал, что нужно начать с земли, с ГОМа, и нужно расти до МВД. То есть, в принципе-то, на самом деле была возможность сразу в МВД попасть, в министерство, то есть не в управление, а в министерство. Все, начал свою деятельность в 3-м ГОМе, проработал года 3. Там у нас как раз реструктуризация началась, милиция превратилась в полицию, сменился министр, менялись начальники. И вот это вот все непостоянство, оно, наверное, тоже также повлияло на то, чтобы сменить род деятельности. Но мне нравилось абсолютно, и у меня это неплохо получалось, я думаю. Коллеги мои бывшие не дадут соврать. Вот. И нужно было расти. Вот это вот моя потребность в росте, она всегда. К сожалению, на тот Ну момент. вот творческая натура, я бы сказал. Да, вот экспериментаторство. Видимо, творческая что-то натура, такое. да. Что-то, которое сидит изнутри и не дает покоя. Да. Часто и бывает, вот получилось так, что я решил попробовать себя все-таки в предпринимательстве. Но перед этим, так как гостиница была открыта моими родственниками, в том числе, я решил, что, опять же, нужно познать все с азов, с низов прямо. И я пришел на самом деле сначала вообще охранником в гостиницу. Ну, Я работал охранником. Ты вообще любишь сразу в поля, да, получается? Да. А по-другому ты не наберешься опыта. Ага. Ты должен сам прочувствовать все, ты должен понять, как это работает, и ты должен понять самое главное для предпринимателя — слабые места. Да, что, как, где можно что улучшить. Где можно что улучшить и где Да. могут тебя обмануть. Да. Ну, Твои же, условно говоря, работники. Ну да. Поэтому, это, опять же, моя милицейская натура говорила об этом. И, соответственно, я начал
с охранника, понял, как работает администратор, начал работать администратором, после чего через буквально там год, наверное, даже меньше, меня назначили директором гостиницы. Там как раз-таки уже я понимал все, как это работает. Ну и предприятие, если честно, выводили из долговой ямы. Вывели довольно-таки в короткий срок, мы заключили хорошие договора. Я начал изучать уже закупочную систему, потому что были приняты законы по закупкам. И вот это все ты изучаешь, и на самом деле вот предприниматель становится и юристом, Да. и Ну, кадровиком, как правило, да, индивидуальный предприниматель, он И завхозом, да. и бухгалтером, да, и ждец, Минимум и на всё. игре дудец, Да, вот, и да, бухгалтер и точно. уборщиком, уборщицей. Это и такое было. Да, Не что без же, этого. Не пожалуйста. вышел, опять же, И грузчиком. дворник. Да. Ну, загулял. Да. Тяжело ему было идти. Ну, что делать? Приходилось, конечно, иной раз И швабру. да, брать. Но со временем все росло, коллектив рос, команда образовывалась, и появилась потребность уже как раз-таки ближе к пандемии, появилась потребность в дополнительных местах. То есть мы загрузили гостиницу, нам нужны были дополнительные места. И тогда уже вот конкретно было принято решение открыть гостиницу вторую, мы взяли в аренду помещение и, соответственно, уже на опыте Да. со всеми вот этими промашками, которые знали предыдущие, мы это все учли, что вентиляция должна быть вот такая, что вот это, шумоизоляция, то есть это Все правильно, да, как вы привыкли работать. максимально да. правильно, да. И, ну, конечно, это я глубоко вперед забежал, а до этого вот как раз-таки я организовал питание в гостинице, мы организовали службу доставки, мне приходилось самому работать на доставке, так люди удивлялись почему-то. Это вы сам? Да-да-да. Вот, и я даже открыл флористический салон в 2018 Ну, году. то есть во все направления уже вот так, да? Ну, ты же Да, ищешь да. прибыльные направления, Ага. и кафе, допустим, служба доставки, оно стало прибыльным. Но вот эти подводные камни в виде кадровой проблемы, то хорошего повара, Семен не даст соврать, найти очень сложно. А еще которому ты будешь доверять, а Верно. еще которого можно оставить и уехать куда-то. И вот так получилось, что я поехал за ножом, а приехал, нет поваров. Как ты пришел к тому, что сейчас чем занимаешься? Ну, вроде как, где тут... Вообще, расскажи нашим телезрителям, что такое Народный фронт вообще, да? Народный фронт — это общественная организация, единственная общественная организация, лидером которой является Владимир Владимирович Путин. Она была создана именно как, так сказать, лакмусовая бумажка для органов исполнительной власти. Проверялись органы исполнительной власти, как идет работа на местах, как исполняются в первую очередь майские указы президента, а это были, соответственно, наши национальные проекты. Выделялись же огромные средства, и, соответственно, их нужно было контролировать, и контролировать качество, самое главное, строительство особенно, да, если это уходило на строительство. Вот этим и по сей день занимается Народный фронт, но так как у нас была пандемия, мы максимально были волонтерской организацией. Курицу гуляю. Да. Были волонтерской организацией. Потом, когда началось СВО, мы продолжили уже свою волонтерскую деятельность именно как гумпомощь. Гуманитарная помощь. Распределение, И, то да, есть, и, да. конечно же, наш фонд сбора помощи «Все для победы». То есть это тоже очень такая история сейчас, Посолить? которая очень важна. Да, надо посолить, я добавлю чуть-чуть лука. Вот. И, соответственно, в Народный фронт я попал как? Да. Меня в 16-м году пригласил товарищ экспертом по предпринимательству, малое и среднее предпринимательство. Площадка такая была. Я зашел, поработал. А так как я был самый молодой, на тот момент мне было 27 лет, и мне предложили курировать молодежное крыло. Только-только создавалось молодежное крыло. То есть тогда уже был Народный фронт? Народный фронт с 11 года вообще. А вот же, вот. Да, А, да. ладно. Так, все мы это дело размешиваем. Крахмал. Крахмала, да, 2 ложки добавляем
столовых. Крахмал картофельный. Две, да? Вот так? Да-да-да. Все. Все, 2 яйца. Два Возьми, яйца. пожалуйста, а то у меня рука стала не совсем чистой. Вот. И О, эффектно. так. Эффект. И так я стал координатором молодежки Народного фронта, она так и называлась. И так, вилочку возьму. И, соответственно, мы... А, еще сметанки надо. Можно вот пару ложек. Сметанка у нас не жирная максимально, там, по-моему, 15 всего процентов. Все это дело замешивается. Вот. И на общественных началах я занимался, создавал команду, нас обучали, ну, курировали с Москвы, конечно же. В 2019 году уже появилась при исполкоме Народного фронта ставка координатора. И я, соответственно, зашел на эту ставку еще 2 года, до 21 года, до конца 21 года работал координатором уже на ставке. И 22 год как раз наступил, и мне предложили стать сопредседателем. Ну, это прям... Сопредседатель. Да, это как учредитель. Так. Один из учредителей Народного фронта. Это же общественная организация, устав есть, все как положено. Вот. Так, мы можем зажечь сковороду, накалить ее. В принципе, у нас все здесь... На сильный огонь пока, наверное, да? А Да, потом да, уже да, мы да, можем... Потом отрегулировать. убавим, пусть накалится маленько. Все. Семен, ты можешь подготовить для украшения блюда огурцы, тоненько нарезать, или палочками. Сейчас. Так, вы пока снимайте, я сейчас подготовлю. Вот. И, соответственно, стал сопредседателем, то есть, грубо говоря, в руководящий состав вошел. А потом, когда начались выборы в Госсобрании Илтумен, сначала я попробовал себя на Госдуму на праймерис, ну, просто вообще посмотреть, вот Да, что? с низов начать, опять Опять же, да. Я просто для разведки Вообще, туда зашел. выработанная стратегия, я бы Да, сказал. хорошая, рабочая. Да, да, рабочая стратегия, да. Вот. Ну как? Я попробовал себя в праймерис. Я бы назвал это проектный подход. Да. Да, да. Как Посмотрел, посмотрел, что нужно, какие нужно усилить стороны. Это была медийная часть абсолютно в основном. И, конечно же, нужна была работа с населением, то есть усиливаться нужно было. Ну да. Вот. И опять скажу, что главная ошибка любого кандидата в депутаты то, что он думает, что его все знают. Вот я 8 лет в Народном фронте, я удивился, что меня очень мало людей знает в моем же родном округе. Ну, чуть ли не так, да. Да. Ну, о чем... Об этом ты узнаешь только уже, соответственно, на выборах. Вот. А когда в 23-м году, соответственно, у нас были выборы в Госсобрании Илтумен, Уже накалилось. да, можем тогда начинать. Так, нам нужна еще одна ложка. Так, уже Так, просто без потише масла сделал, его да? так. Потише прям надо сделать. Вот так. Да, еще чуть-чуть даже меньше. Вот так. Вот так. Да. Так. Просто без масла сейчас будем, соответственно, жарить. А это из-за того, что она теплогарная, она вот так пойдет, да? Да, она пойдет вот так. Оладушки. Оладушки. Обычные советские оладушки. Так, нам лопатка еще понадобится. А вот они у нас есть. Есть Аж все. две. Все отлично. Семен все подготовил нам. Так, огурцы мы. Ну, просто для украшения блюда. А когда ты возглавил вот, Народный фронт? Совсем недавно, в Совсем июне, недавно. в конце июня, да, Ага. было такое предложение, поступило у нас. Валерий Алексеевич Лютый ушел, ну, возраст, плюс он стал же на выборах президента доверенным лицом Владимира Владимировича, это была большая честь для него. И, соответственно, это занимало очень много времени, и заниматься исполкомом, Народным фронтом в принципе не было времени. И, соответственно, вот такая пошла перетрубация, и вот я теперь руководитель. Руководитель. исполкома Ну, Народного я знаю, что тебя уже можно похвалить, потому что уже какие-то успехи есть, там рейтинги, да, по регионам и все прочее. Да, мы, в принципе, неплохо пошли медийно. Мы поднялись в рейтинге с 70, там, по-моему,
9 места на 56-е. Ну, только уже вдруг Да, скачок. скачок буквально Квантовый. за 1,5 месяца. Ага. И в медиаповестке мы вообще на 33-м месте на самом деле. То есть мы сейчас собираем команду, мощную команду, усиливаемся. И самое главное, что во всем теперь медийный подход, максимально медийный. Потому что Народный фронт — это площадка, которая освещает проблемы и освещает Открыто. и положительно. Да, Да. открыто, не скрывая этого. Ну, то есть вы, грубо говоря, все время отчет о проделанной работе, получается так, да? Да, то есть... Либо о планах, То есть, да, о, вот это о вот инициативах, скорее всего. кто-то может назвать, хайпуют там на Хайпуют, любой да. теме. Да, Нет, да, надоели, да, типа. Это отчет о работе на самом деле. Правильно Ага. совершенно, Петр, говоришь. Ага. Поэтому здесь надо... Еще слабже? Нет, я добавить хочу чуть-чуть. Ну вот, хорошо. Слышу, перестали шипеть. Мгм. Чуть-чуть подождем. И перевернем. И, в принципе, вот так работа сейчас и построена на этом. Максимально делаем упор, поднимаем проблемы. Поэтому, если наши телезрители какие-то проблемы их волнуют и не Они могут решаются, пожаловаться. они, конечно, да. могут Да, к нам потому что я обратиться. знаю, что вы работаете не только с жалобами, да, но еще и по молодежи, там, воспитание что-то там делаете. Да, конечно, Да, молодежное крыло, оно так и осталось. Ребята максимально Которое ты сейчас... курировал, между прочим. Да. Ребята сейчас максимально работают в направлении СВО. Они ездят с гуманитарной миссией каждые, по-моему, 2-3 месяца. То есть у нас формируется, вот в октябре, по-моему, будет команда формироваться из 30 человек. 30 молодых ребят поедут туда помогать местному населению. Это доставка гуманитарной помощи, это работа на складах. Это же надо понимать, логистика. Со всей страны стекается гуманитарная помощь, ее распределять надо правильно. Вот. И, ну, соответственно, это руки. Вот, видите, она очень О, даже... класс. Да, Легко. сковородка, да. Вот. Я почему-то думал, что пригорит, но видите. Так? Не должна. Антипригарная, поэтому рекомендую использовать антипригарное Да, покрытие. без масла, без жира. Да? Ну, достаточно то, чего в продуктах В самом используют. есть уже, да, Конечно. жир, ага. Так или иначе в курице он все равно присутствует, даже если мы его обрезаем. Все, нет. Да, мы чуть-чуть взяли паузу, дожарили вторую порцию. Ну, вместе с жарится Дмитрием, очень да. быстро, Да. буквально... Пару минут на каждой стороне, с Да. каждой стороны, да, у нас Это получается. очень быстро. Все, мы порционно раскладываем по 2-3 штучки. В Давай. принципе, порция из 3 штук вполне себе Достаточно. достаточно. Передача у нас выходит вечером, но сейчас утро, как раз для завтрака самое то, да? Да. И мне кажется, сейчас Семен чем-то украсит, я смотрю, он. Да, Семен Давай, нам вот поможет красиво это сделать. Из домашних огурцов и помидоров. Все с грядки со своей. Да, и пока Семен украшает, Да. Дим, такой вопрос. Ну вот ты предприниматель, общественная нагрузка, вот Народный фронт, депутацию, тебе зачем это? Это я задаю сам как человек, который, ну, далек от этого. Ну, знаешь, Петр, во всех религиях, в принципе, говорится о том, помоги ближнему своему. И если ты имеешь возможность помогать людям, то нужно помогать. И вот я придерживаюсь этого правила, и моя задача помочь как можно большему количеству людей. Поэтому это общественная деятельность. Где-то нужно на законодательном уровне помогать, потому что, ну, без закона ты ничего не сможешь, возможно, сделать, затыки будут. И вот поэтому мы идем дальше вперед, мы действительно помогаем и не боимся заявлять об этом, и не боимся, соответственно, поднимать острые вопросы. Ну, прям очень красиво получилось все. И самое главное, полезно. Ну да. ПП. 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 Да, добавим свежих огурцов. И огурцы. вот такие рекомендую всем зрителям использовать вместо хлеба Хлебцы. хлебцы пшеничные, ну не вот как воздушная кукуруза есть, а вот эти вот именно вкусные, там с чуть-чуть добавлением ржаной муки. Ржаная, в принципе, для желудочно-кишечного тракта не очень хорошо подходит, но там они на основе пшеницы именно. Вот, Ложку передайте, пожалуйста. ложечку. И еще такие их хлебцы мо- подготовим. Хлебцы, да, их можно Финальный аккорд. сыром обычным. Цвет фета у нас хорошо Да, фета. подходит. Обычный, чуть-чуть соленоватый, ну, как бы тоже для правильного питания вполне.
У нас такой полноценный завтрак. Да, да, самый настоящий завтрак. Можно также на ужин очень хорошо, потому что ужин должен быть тоже легкий, на самом деле. Да-да. Можно вот так сделать. Да, как это галета. Сэндвич? Сэндвич. У кого-то сэндвич. Кому-то повезло. И самая кульминация, самая любимая часть передачи. Собственно, мы же это сняли, все показали. Видно, да? Все Да. сняли? Давайте, каждый по порции. Давайте. Ну, хоть позавтракать. Спасибо. Я сразу за оладушек. Давайте, друзья, приятного аппетита нам. А я руками пошел. Да. Приятного Можно мне аппетита тоже? всем. Спасибо. Попробуйте Класс. домашние огурцы. Да. Очень Семен вкусно. молодец. Да. Посолил грамотно. Вот с солью надо быть всегда осторожным. Очень вкусно. Ну и самое главное, полезно. Очень вкусно. Дим, еще раз спасибо. И у нас такая добрая традиция в конце. Пожелания для наших телезрителей. Ну, конечно же, хочется пожелать всем телезрителям Республики Саха-Якутия быть здоровыми в первую очередь, действительно пересмотреть свое отношение к питанию, максимально питаться правильно, используя натуральные продукты, поменьше жиров. И хочется, чтобы наступил наконец-то мир, чтобы все наши невзгоды, пожары ушли в сторону, и вы были, самое главное, счастливы. Счастливые люди, счастливая республика. Да. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях Дмитрий Паньков, руководитель Народного фронта в Республике Саха-Якутия, депутат Государственного собрания Ильтумен, предприниматель. Дим, еще раз. Спасибо, тебе Петр, за большое приглашение. Спасибо. Семен, спасибо за поддержку. Семен и Тарбахов, помощь. я Петр Цепанин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда. Просто вкусно. Просто вкусно. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.